Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан. Тема: проблема функционирования мусульманских общин Татарстана по данным социологических исследований. Татарстанда мусульман ишмалары социологии turnu мамалаттары негізінде. Рахмет. Ассаляму алейкум. Если позволите, я уж по-русски. В нашем исследовании, которое проводится Центром исламоведческих исследований, мы затрагиваем проблему возрождения мусульманских общин. Не секрет, что таких мечетей, как та, в которой мы находимся сейчас, в Татарстане не так много. Это не рядовая мечеть, это скорее пример для остальных с его высокой организацией, с проведением таких крупных мероприятий. В то же время в Татарстане в рамках возрождения ислама и в рамках возрождения, формирования первичных ячеек мусульманских общин, махалля, существует целый ряд проблем, о которых, конечно, всем вам хорошо известно. Мое выступление скорее это фиксация существующего положения в цифрах. Как пишут в исламоведческой литературе, мусульманские махалля еще играют недостаточно заметную роль в жизни верующих. Приведу цитату. «Речь идет о создании или возрождении института мусульманских общин и формировании на их базе полноценного социально-духовного пространства, позволяющего верующим удовлетворять свои потребности. Мы часто слышим, что в России проживает 20 миллионов мусульман, цифра внушительная. Но большинство из российских мусульман такими являются лишь номинально, поскольку не состоят членами какой-либо мусульманской общины. А вместе с тем, исследователи отмечают довольно высокую степень консолидации исламских общин в дореволюционной России. Исследователи описывают дореволюционную татарскую махалля как самоуправляющееся мусульманское сообщество, которое в условиях иноконфессионального государства организовывало свою внутреннюю жизнь в соответствии с установками шариата и обеспечивало своим членам возможность свободного исполнения религиозно-нравственного долга. Татарская мусульманская община обладала значительной финансовой базой и самостоятельностью, имела возможность учреждать приходские попечительства, получала систематические пожертвования верующих, контролировала и распределяла благотворительные средства. Кроме того, отсутствие налогового обременения приходов, систематическая поддержка предпринимательской элиты позволяли махалля успешно функционировать без прямой поддержки государства. В настоящее время отмечается наличие множества нерешенных проблем, затрудняющих полноценное функционирование возрождающихся мусульманских общин. Мечетей много, это уже из интервью. Мечетей много, но на 80% они пустые. Они потеряли свою глобальную роль, которую выполняли. Это не только место для выполнения намазов, проповедей, это был центр, объединяющий махалля. Сюда люди ходили чай попить, пообщаться, новости узнать. Нам надо изменить саму роль мечети. Проблемы принято обычно связывать с недостаточной подготовкой квалифицированных кадров священнослужителей, трудностями достижения экономической самостоятельности, необходимостью выработки нормативно-правовой базы, отвечающей современным требованиям и целым рядом других причин. Решение всех этих задач во многом зависит от деятельности служителей мечети, имамов и их способности обеспечить духовные потребности людей. Исследования среди служителей мечети Татарстана проводятся центрами силы исламоведческих исследований, как я уже сказала. На данный момент методом анкетирования опрошено 300 имамов, обучавшихся на 2-недельных курсах в Центре повышения квалификации работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений при Казанском исламском университете. Обучались эти 300 имамов в течение 2 учебных годов, 11-12, 12-13. И на данный момент представляет 23 из 45 мухтасибатов республики. Из них лишь 3% считают, что в приходах, которыми они руководят, нет никаких проблем.
Видимых серьезных проблем нет. Такие ответы тоже есть. Большинство же придерживаются противоположной точки зрения и пишут, проблем у мечети очень много. Наиболее распространенными, это 60% ответов, оказались материальные и финансовые затруднения. Тоже вот фрагменты из анкет зачитаю. Затруднения в содержании мечети, оплата коммунальных услуг, оплата на освещение и отопление, нет средств на бытовые нужды, ремонтно-строительные издержки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Подавляющее большинство, это 85,5% опрошенных имамов, служат в деревенских мечетях, что примерно соответствует удельному весу сельских приходов по официальным данным Духовного управления мусульман. С конца 80-х годов строительство таких мечетей приобрело большой размах. Однако эксперты признают, что формирование полноценных общин вокруг них затруднено. Опять же, вот из интервью. К примеру, если в татарской деревне 250-300 дворов, то мечеть может достигнуть уровня самоокупаемости. Мечети более мелких деревень требуют дотаций. Косвенным образом данное мнение подтверждает и ответы наших респондентов, которые сталкиваются в своей работе с дефицитом прихожан. Так написали 40% опрошенных. Перспективы развития и возможность достижения уровня самоокупаемости в мелких сельских приходах специалистами оценивается тоже неоднозначно. Кто говорит, кто настроен достаточно оптимистично и пишут так: это сложная проблема, но она будет постепенно разрешаться. Но есть и противоположные точки зрения. Это действительно было утопией, делал ставку на укрепление татарского сельского ислама. В село оттянуты деньги, которые не пошли на развитие городских общин. Такая точка зрения тоже существует. Второй по степени значимости, судя по ответам, выступает кадровая проблема. Пишут так: отсутствие высококвалифицированных имамов, нужны имамы, которые умели бы отвечать на любые возникающие вопросы, нехватка кадров и молодых имамов-мугалимов, ну и в целом слабое религиозное образование, видимо, прихожан тоже. 22 опрошенных священнослужителей сталкиваются с необходимостью восполнять недостаток религиозных знаний у прихожан. Народ без элементарного образования по религии, не могут запоминать молитвы и аяты из Корана, ну и так далее. В целом, если вот сравнивать данные различных исследований в целом по стране, то недостаточный уровень религиозных знаний не является исключением вот именно что у мусульман. Он отражает общие тенденции религиозного развития в целом по стране. Опубликованные недавно результаты всероссийского исследования показывают, что хотя уровень религиозности населения России за последние десятилетия выросла, показатели религиозного поведения и религиозного сознания остаются довольно низкими и меняются незначительно. Следующая проблема – это недостаточное обеспечение религиозной литературы, 15% респондентов. При этом около половины мечетей пишут, что нуждаются в пополнении библиотечного фонда. Неограниченный доступ к религиозной литературе в сети интернета до некоторой степени восполняет отсутствие ее в библиотеках мечетей или недостаток. Ну и в то же время это открывает широкие возможности иного плана. Качественные религиозные издания по-прежнему пользуются большим спросом. Среди необходимых книг чаще всего упоминается издание на татарском языке, в том числе переводы Корана, фикха, акиды, тафсира и прочего. Что же касается направления богословия, то в основном пишут, что нужны книги по мазхабу Абу Ханифы. Ну и заканчивая. В задаче нашего исследования тоже было попытаться выяснить, как же служители мечети, имамы видят, какие способы видят решение вот существующих у них проблем. Универсальным способом преодоления вообще всех проблем представляется дальнейшее развитие религиозного образования и просвещения. С детства обучать исламу предлагается каждого татарского юношу и девушку, достигших совершеннолетия, организация обучения при мечети, совершенствование работы воскресных школ, организация ликбезов по религиозным вопросам, организация нравственного воспитания и обучения и так далее. Среди других популярных ответов наиболее распространенным является мнение о необходимости более активного участия государственных органов в делах уммы, от государства материальной поддержки
помощь на государственном уровне молодым ученым, не получающим пенсию, давать зарплату, чтобы государство управляло народом, не отделяясь от религии. Это варианты ответов я зачитываю. Там, ну, вплоть до того, чтобы бороться с безработицей на селе, обеспечить людей работой, поднять уровень минимальной пенсии, ну и так далее. В тех случаях, когда имамы считают приоритетной идею относительно независимости религиозных общин от государственных структур, предполагается дальнейшая мобилизация усилий мусульманского сообщества в целом и религиозных организаций в частности. Проблемы обсуждать на собраниях имамов вместе с мухтасибом, привлекать людей в мечеть, добиваться помощи местных предпринимателей, договариваться с односельчанами, решать проблемы. Чтобы народ основательно действовал в пользу религии, предприниматели оказывали помощь и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, на данном этапе исследования выявлены основные проблемы, ну, часть, скажем так, проблем, затрудняющих полноценное функционирование возрождающихся мусульманских общин в Татарстане, в их числе проблем финансового характера, решение которых позволит Махалли достичь экономической самостоятельности, кадровое обеспечение библиотек и прочее. Решение всех этих проблем возможно путем дальнейшего развития религиозного образования, просвещения при активном участии как государственных структур, религиозных организаций и уммы в целом. Спасибо за внимание.
Ansa da söyünüşünde. Doğama bulsun degen şunday tilekte bizinde, gelecekte de